Тивей, фаворита, черри. Не ягоды, а песня. Сегодня в присутствии высоких гостей был открыт первый этап агрокомплекса «Сунжа» по производству овощей из закрытого грунта. Этот детский сад – результат национального проекта. Здание рассчитано на 220 малышей с возможностью увеличения мест. Здесь созданы все инновационные условия для того, чтобы дети запомнили свое детство. Вот у кого счастливое детство. Новый детский сад в Барсуках открыли министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и Юнусбек Евкуров. Сейчас мы привезли арматуру. После того, как они сделают сетку, мы привезем бетон, зальем им фундамент. Ну а месяц чистых дел продолжается. Расскажем, как представители стройжилнадзора помогли семье Цуроевых из Малгобека. На сегодняшний день давно не знаю. Посмотрим, время покажет. Подскочат ли цены на продукты питания в преддверии праздника? Планируем покупки и надеемся на предпринимательскую сознательность. Сформирован экипаж новейшего малого ракетного корабля «Ингушетия». Его возглавит капитан 3-го ранга Александр Ермоленко. Добрый вечер, это новости 24. Первый этап агрокомплекса «Сунжа» по производству овощей из закрытого грунта открыли в Ингушетии. В церемонии официального запуска предприятия приняли участие министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Теплица оборудована самыми передовыми и актуальными технологиями. Здесь будет создано более 700 новых рабочих мест. Продукция ориентирована в том числе и на экспорт. Светлана Томова с подробностями. Агрохолдинг «Сунжа» расположился на 10 гектарах. Здесь высажены томаты различных сортов – Тивей, Фаворита, Монар, Гусарский, черри. И это далеко не весь список. Ресурсы, знания и четкая организация производства в итоге дали отличные результаты. По словам генерального директора агрохолдинга, с открытием этого комплекса мы сможем не только себя обеспечить томатами, но и вывозить их за пределы республики. Здесь внутри применяются самые современные голландские системы, европейские системы для производства этих томатов. Мы можем здесь выращивать не только томаты, мы здесь будем выращивать и огурцы, и другие овощную продукцию. Ну, что это дало региону? В данный момент здесь работает более 100 человек. Плюс, мне кажется, это тоже очень немаловажный фактор. Наличие таких предприятий заставляет подтягиваться и образовательную систему. У нас в ближайшее время появятся свои собственные тепличники, специалисты, а это очень важно, потому что отрасль только растет по всей России, и наличие специалистов сегодня профессиональные агрономы, профессиональные технологи по производству подобной продукции являются остро дефицитной, востребованной профессией. В торжественной церемонии открытия агрокомплекса приняли участие почетные гости: министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, глава Ингушетии Юнусбек Евкуров и генеральный директор корпорации развития Северного Кавказа Сергей Харитонов. Собравшиеся отмечают масштаб объекта сельхозназначения, а самое главное, продукция тепличного комплекса будет соответствовать и даже превосходить все экологические нормы. Фактически делаем еще один шаг к тому, чтобы обеспечить продовольствием самих себя, чтобы не было импорта. Это очень важно. Это вопросы в том числе и продовольственной безопасности, и национальной безопасности. И мы еще на один шаг стали ближе к этому. Поэтому я вас поздравляю с этим знаменательным событием. Желаю успехов вам всем, дорогие друзья, успехов руководству республики в том числе, и лично Юнусбеку Бамагдиреевичу. Успехов руководителю и руководству агрохолдинга «Сунжа». Успехов вам, уважаемые коллеги, дорогие работники, чтобы все мы получали удовольствие от этой продукции, и чтобы как можно больше таких предприятий и организаций было у нас на Кавказе и в Ингушетии. Здесь будет создано более 700 рабочих мест, а сезонных во время уборки урожая еще больше. Это постоянно рабочие места. Но должен сказать, что Албаков Хаджибекар, который является инициатором этого проекта, он же построил тепличный комплекс, нельзя назвать, но хорошую теплицу выращивают клубники в Кантышево. Уже многие оценили эту клубнику, она самая вкусная, наверное, и там тоже наращивается проект. Это я говорю к чему? Нашим
предпринимателям, тем, кто имеет хорошие деньги и возможности, вкладывайте в свою республику. И на примере и Хамчиева Билана, и Албакова Хаджибекара, пожалуйста, такие примеры есть. Это и сейчас Костоев, в том числе и с помощью корпорации развития Северного Кавказа, птицекомплекс Южный, который будет выращивать до 10 тысяч тонн в год халяльной индейки в Малгобекском районе. Это огромный проект, огромный комплекс. Поэтому, конечно, те, у кого есть деньги, у кого есть возможности, вкладывайте в свою республику, создавайте для своих же жителей, вот они все стоят, для своих же жителей рабочие места. Результат, я считаю, он прекрасный, да, что сейчас нам не стыдно сказать никому, ни проверяющим органам, ни прокурорским, да, ни нашим конкурентам из инвестиционных банков или из госбанков. Мы сделали проект, во-первых, по самым высоким, лучшим стандартам финансовой инженерии, и мы имеем одновременно совершенно конкретное производство, которое можем потрогать руками. И второе, наверное, здесь можно сказать, конечно, выигравшим от всего этого уже является Республика Ингушетия. Вот сейчас вот друзьям, банкирам, инвестиционным банкирам сказать, в республике есть реальные предприниматели, которые не просто знают, как делать, они могут подойти, обосновать, сделать качественные бизнес-планы, чтобы деньги притекли в республику. Я уверен, в счастливой судьбе нашего проекта это будет и занятость, и налоги, и счастье, и качественная еда. И самое главное, я надеюсь, что наш проект будет знаменем, который покажет, что Ингушетия, и как и в целом Кавказ, это место, где можно найти очень качественные проекты и очень умелых и качественные команды, которые эти проекты будут реализовывать. Спасибо вам. По словам инвестора, весь его бизнес развернут за границей и по России. Но после встречи и общения с главой Ингушетии в Шанхае, там Минузбек Евкуров находился с рабочим визитом, Албаков принял решение поддержать сельское хозяйство у себя на родине и реализовать вот такой масштабный проект. Тем более всевозможная помощь со стороны руководства республики ему оказывалась. Я не думал, на самом деле, прийти в Ингушетию, и когда я первый раз с Минузбеком Абиловичем встретился в Шанхае, и я решил, что буду делать для республики все. Потому что если нет экономики, это не республика, это не субъект, это не государство. Самое первое, что должно быть в республике, это экономика. Экономика, еще раз экономика. Без этого нет жизни, нет ничего. Ее надо поднимать, и мы ее поднимаем. И вот настал кульминационный момент – официальное открытие агрокомплекса «Сунжа». Далее почетные гости осматривают комплекс, знакомятся с выращенными культурами и общаются с работниками. А, так они у вас не в жидкости, они у вас специально... Да, почва. А автополитка капельница там? Да, капельница. Все автомат. В завершении экскурсии министру России по делам Северного Кавказа рассказывают о дальнейшем поэтапном развитии агрокомплекса. Так, до конца 2020 года будет запущено 20 гектаров, еще столько же до конца 2021 года. В итоге на 50 гектарах земли будут выращиваться самые вкусные томаты и не только. Почему это важно? Да? Потому что уже объем производства позволяет своей сети, то есть сила как поставщика, она в 3-4 раза возрастает. И вторая возможность – это диверсификация. Да? То есть мы смотрим на технологии, то есть, соответственно, перейти на салаты, где-то на баклажаны, какие-то альтернативные культуры, даже клубнику. Мы тоже этот проект, мы тоже с Хаджи долго этот вопрос там терли, как говорится, да, и это, конечно, очень правильно, потому что масштаб, он даст новое качество. В тепличном комплексе практически не применяются вредные вещества для обработки растений. Согласно современной технологии, на каждые 12 рядов растений предусмотрен так называемый биоряд, на котором культивируются биологические виды для борьбы с естественными вредителями, что позволяет полностью исключить применение химических веществ. В итоге вырастает экологически чистый продукт. У нас процесс шел посадка растений. В каждую ячейку мы сажали маленькую рассаду. И уже потом у нас шло подвязывание на подвязку. Когда подвязка шла, растение само собой подрастало, и нам приходилось посынковать, убирать лишнее. Если бы лишнее не убирали, все бы соки уходили в лишнее и плоды бы были маленькие. За счет этого мы потом до цвета доходили, убирали цвет лишний.
На кисти получалось 4 плода, 6. Где двойная, там 6 кистей. Где одна 4 кисти у нас получалось. Благодаря открытию этого комплекса здесь уже смогли трудоустроиться около 200 человек. Для местных жителей это большая удача и подспорье. Болх Сайтроицкий рисо, болх ехахалара я хайялара баркал албизм барса, хайяла чам чагул кантхон, аналч болх батштук биднах, яхтабам, масухаман рязды, транспорт хайе, дадук чедуал, дадуалду чедук, обеды, все условия. По словам министра сельского хозяйства, в ближайшее время по всей республике планируют открыть магазины, где будет реализовываться продукция агрокомплекса. Он также подчеркнул, что всем, кто готов вложиться в сельское хозяйство, министерство готово пойти навстречу, выделить земельный участок и помочь в реализации проекта. Магазины во всех районах, города нашей республики. Будет любая поддержка для поддержка геологии. Так, 171 бог лови уж бог дошел, зарплат и отца. Год уж хамар обещают до цархом, осхом царху геолог, делёху геолог, кудол хамар, док хамар, ля рабой решен, бог вошли дик худолж. Этот объект представляет собой современный промышленный тепличный комплекс круглогодичного выращивания овощей производительностью от 6 до 9 тысяч тонн продукции в год. При реализации этого инвестиционного проекта используются климатические преимущества региона. Это большое количество солнечных дней, уникальные характеристики воды для полива и питания растений. В частности, будет использоваться вода из оросительной системы, поступающей из горной реки Асса. Также следует отметить, что климатический режим в тепличных помещениях полностью компьютеризирован. Светлана Томова, Асхаб Белакиев. Новости 24. В продолжении своей инспекционной поездки министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев вместе с Юнусбеком Евкуровым посетили завод по производству алюминиевых профилей, который располагается на промышленной инвестиционной площадке в сельском поселении Али-Юрт. Почетные гости побывали практически на каждом этапе производства. Офисные перегородки, фасадная система, алюминиевый профиль под мебель и окна – это далеко не полный список продукции, который выпускает завод. Производственная мощность завода – 300 тонн профилей в месяц. В смену же здесь производят до 6 тонн готовой продукции. Стоимость предприятия больше 400 миллионов. На заводе планируется трудоустроить до 150 рабочих. И это не считая Назрановского предприятия, где задействованы 80 человек. Здесь выпускают свыше 1000 разновидностей алюминиевого профиля. Завод поставляет продукцию в Москву, Подмосковье, регионы Сибири и СКФО. Объект построен по госпрограмме развития Северо-Кавказского федерального округа. В завершении экскурсии министр России по делам Северного Кавказа поинтересовался у руководства завода о том, какие условия труда созданы для рабочих. Там где-то 70 человек. Люди как приезжают сюда? Автобусами? Нет, у нас газели наняли. Потом с каждым днем и ночью приезжать. Конечно, здесь надо 8 утра, потом 8 вечера, отложить надо. Ну, сейчас график не изменили. Ну а далее все вместе направились к башне Согласия, которая по праву носит имя самого высокого этнографического музея в России. На первом этаже 100-метрового музея построены еще 3 башни, 1 боевая, 2 жилые. Размерами они не отличаются от своих аналогов, возведенных нашими предками в горах Ингушетии. Ранее наш регион подал заявку на включение этнографического музея в Книгу рекордов Гиннесса, так как достопримечательность является самым высоким музеем в России, находящимся на высоте 100 метров. Для почетных гостей провели небольшую экскурсию. Учета в этой комнате находились разные мебель, там должна была находиться печка и так далее. И когда гость приходил, до него готовились раковые розы, там, знаете, пища и так далее и тому подобное. И даже когда кровник или же враг там приходил в качестве гостя, он мог там находиться в течение 3 в этой комнате, скажем так. Знаете, 3 дня, 3 ночи. Да. Ну потом, когда выходил за порог, можно было уже... принимать пределы села. За пределы села только, да? Закон гостеприимства нельзя было нарушать ни в коем случае. И сегодня все в том же официальном составе, но уже в селении Барсуки открыли новое дошкольное учреждение. Детский сад рассчитан на 220 малышей, 10 групп, в том числе и ясельные. Современные комнаты для сна и отдыха, игровые комнаты, спортивный зал и пищеблок. Все как положено. Счастливое детство обеспечено. Рина Цычуева убедилась.
Новое дошкольное учреждение построено в рамках реализации программы доступности мест в дошкольных организациях для детей от 2 до 7 лет. Этот детский сад – результат национального проекта. Здание рассчитано на 220 малышей с возможностью увеличения мест. Здесь созданы все инновационные условия для того, чтобы дети запомнили свое детство. С дружеского рукопожатия в интеллектуальной комнате разворачивается настоящая битва. Юным шахматистам нет еще и 6, но профессиональными навыками уже обладают. Это еще один плюс детского сада. Здесь будут обучать детей шахматам. Такая практика – редкость для страны. С такого раннего возраста у детей уже появляется интерес к этой игре. Она формирует логическое мышление, усидчивость детей. Конечно, это как бы инновация сейчас на данное время, то, что детей уже с такого вот возраста начинают обучать игре в шахматы. Поздравить малышей с их первой ступенью образования приехали почетные гости. Министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и Юнусбек Евкуров. Встречают их юные воспитанники. Закладывали кассу по строительству детского садика. Мы пообещали, что мой брат Мухаммад станет первым почетным воспитанником этого детского садика. Вот сегодня он здесь. Сергей Викторович обещал в прошлом году этому мальчику построить в этом селе детский сад. Да. И сегодня детский сад он сам открывает, да? Этот мальчик у нас в списках самый первый. Да, самый первый? Да. Значит, у тебя номер 1. Да. Для почетных гостей здесь, в актовом зале нового детского сада, организовали концертную программу. Малыши показали, каким должно быть счастливое детство – ярким и сказочным. Открытие объекта в Ингушетии всегда радует, отметил министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. Самое главное в таких учреждениях – это обратить особое внимание подготовке детей к школе. Ингушетия, несомненно, лидер по строительству таких важных для развития республики учреждений. Мы хотим, чтобы вы здесь получали хорошие новые знания, чтобы вы учились общаться друг с другом, чтобы вы получали удовольствие от этого общения. Ну и, конечно же, хорошо отдыхали. И хорошо кушали, безусловно, потому что если будете хорошо кушать, то будете быстро расти, будете сильными. И потом пойдете в школу, которую тоже построит для вас Юнусбек Бамадгиреевич. Он строит сейчас очень много школ и детских садов. Сейчас надо сказать, что вся Россия занимается этим. Вы, наверное, знаете, что сейчас реализуются национальные проекты, и есть национальный проект образования и другие проекты, в рамках которых строятся такие вот хорошие учебные, образовательные учреждения, как ваш детский садик. Федеральный центр вам огромное спасибо за поддержку, за помощь. А мы будем вот такими результатами показывать эффективность, вложенных бюджетных средств. Спасибо огромное. Далее почетные гости с юными воспитанниками садика закинули письмо будущего в импровизированный ящик, чтобы мечты каждого ребенка обязательно сбылись. Юнусбек Евкуров и Сергей Чеботарев осмотрели условия нового дошкольного учреждения. Центр наделывает. Траву? Работа коллективная, сплачивает, развивает. А вот тут у меня тоже нет штучки, надо точку поставить. Строительство детского сада в селении Барсуки началось в 2018 году. 24 августа этого же года глава Ингушетии в присутствии сельчан заложил заветную капсулу. Сегодня участник этого мероприятия Мухаммад пришел на праздник со своей семьей. Многодетная мать Венера Буружева отмечает, что с открытием садика у нее появится больше возможностей. даже سيزدمش أضد خاصة أقول كده إسحن أنا شلت عتقنا يبير مش لحديت إلي يس وصحشتن شلت عير ميت خدوا أترك خوصون دزا خدولك تأن خدولك خوصة عقد واحد قو خدي حاجات ديش ده حاجات إيرن دلتا أوز دتخو أصلويش أوز شيمل ده حمد أوز دقوس خيد در دعيت در شيل در خوزي درك حمد دقوس Самое главное, новым учреждением виновники торжества дети очень довольны. Особенно их радует дизайн здания. Тут игрушки, у меня тут друзья. Я рад, что ходить сюда вместе гулять. Тебе нравится здесь? Мне нравится в садике, тут очень красиво, и я нашла друзей. Скажи, а что тебе здесь больше всего понравилось? Играть в кубики.
Дошкольное учреждение «Счастливое детство» строители построили в рекордные сроки. И на совесть, чтобы здание действительно оправдывало свое название, здесь предусмотрели все необходимое. Аудитория для групповых занятий, комнаты для сна и отдыха, физкультурные и актовые залы, медицинский кабинет и пищеблок. Все оснащено с учетом передовых образовательных стандартов. Еще один плюс – в саду предусмотрели 6 аварийных выходов. На каждом этаже есть памятка о безопасности. Те дети, которые относятся к этому участку, будут ходить в этот детский сад. Группы сформированы, списки созданы. Я думаю, что детям здесь будет комфортно, уютно, родители будут довольны. Детский сад должен выполнить самую основную задачу – сделать доступным и качественным дошкольное образование. Открытию объектов сегодня особенно радуются жители, ведь все это строится для будущего поколения. Поздравляют ребят члены Совета Тейпов при главе Ингушетии. Мох бецери, республики бецери, руководство бецери. Ярбухам вашта да сон мот уйрт бахшнаха каста дох соуг док дет садяхр. Лори шхоздихан ахар дол лилюй. تهليق يوق تهليق ويرت باشناها متالي وغدري والله محكم ده يري يوق تهلي لا يزور بركتي واخر ليلر دولد اخر خذ هي قال ايش همير هار يرتش حتشق ولا لا ويطلع شرش وتاش خال صادق يقول يا ريوني راني يا تربيزه تا ما سي يرتش صادق تا خنتي حي لا صادق شكولي دبليتل دخول خمدوين حد لا رسي ويجا حي زاوي ور ويجا حبيزاب دا اتبوش دول دند دا برتش تودل دير حياه شاخل شو بركل خلط. В рамках реализации национального проекта в этом году в Ингушетии начинается строительство 17 детских садов и 12 школ. Несомненно, строительные темпы в Ингушетии продолжаются и дальше. Все это для того, чтобы увеличить качество жизни жителей республики. Рина Сычоева, Адам Далаков, Новости 24. После инспекционной поездки и открытия ряда объектов в Магасе прошло совещание с участием министра России по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева. Инвестиционная привлекательность региона, показатели в агропромышленном комплексе, решение вопроса безработицы. Все это в репортаже Амины Боковой. Открывая совещание, Юнусбек Евкуров в первую очередь поздравил Министерство по делам Северного Кавказа в лице Сергея Чеботарева с прошедшим пятилетием. Ведомство было создано в 2014 году, и за это время, по словам главы республики, благодаря поддержке министерства значительно выросла привлекательность региона в различных сферах. Это экономика, здравоохранение, образование, строительство и не только. С сегодняшнего дня мы по многим показателям находимся в лидерах, в десятке, двадцатке, пятидесятке страны. И эти темпы у нас продолжаются и в этом году. Уверен, что мы год закроем хорошими результатами. Особая задача, как я уже еще раз повторяюсь, это, конечно, выполнение задач или целей по национальным проектам. Сергей Чеботарев в свою очередь отметил, что за последнее время показатели региона меняются в положительную сторону. Уже 4-й год подряд Ингушетия показывает высокие результаты в сфере сельского хозяйства. Также в сравнении с прошлым годом увеличился в 2 раза туристический поток в регионе. Руководитель Минкавказа отметил и выросшую за последние годы инвестиционную привлекательность Ингушетии. С начала этого года то мы фиксируем положительные тенденции по целому ряду направлений. В частности, допустим, рост промышленности с января месяца, это по конец марта у нас данные, составил почти 3%, 2,7%. Это весьма неплохой показатель, это выше, чем в среднем по Российской Федерации. И даже выше, чем по Северному Кавказу в целом. Мы фиксируем рост темпов строительства. За этот период темпы строительства выросли значительно, на 45%. Это хороший результат. Но надо сказать, что это видно не только на бумаге, это видно и невооруженным взглядом.
Говоря об инвестиционной привлекательности, председатель правительства Зелимхан Евлоев также отметил, что на прошедшем феврале этого года на инвестиционном форуме в Сочи руководство республики заключило ряд выгодных соглашений с инвесторами. Благоприятный инвестиционный привлекательный региона можно отметить интересом российских компаний, проявленным к республике на Международном инвестиционном форуме Сочи 2019, где заключено 9 соглашений с инвесторами на общую сумму более 7 миллиардов рублей. Но также мы готовимся к Петербургскому международному экономическому форуму, где мы тоже планируем заключить не меньшее количество договоров и, возможно, большую сумму. Не менее важный и актуальный вопрос сегодня – работа с нацпроектами. Он требует пристального внимания и совместных усилий власти, бизнеса и общественных организаций. Большую роль в повышении качества работы в этом направлении сыграл и прошедший 18 мая в Магасе форум нацпроектов. Напомню, что до 2024 года наша республика будет участвовать в 47 проектах в составе 12 национальных проектов. На данном этапе уже республика может показать определенные результаты по достижению показателей у нас указаны. Это у нас в начале текущего года ввод в эксплуатацию школы на 320 мест, который у нас как достиженный показатель состоит в национальном проекте. В школе созданы все условия для ведения общеобразовательного процесса и дополнительного образования. Введены в эксплуатацию детские сады на 220 мест Нестерская, Нижняя Чулки, Барсуки. То, что сегодня введено в эксплуатацию. При поддержке Минкавказа в республике уже запустили заводы «Риак» и «Неон». Сейчас строится птицекомплекс «Южный». В планах строительства завода алюминиевых сплавов, лесоперерабатывающий комбинат «Мужичи», а также завод по производству детских санитарно-гигиенических средств. По мнению Сергея Чеботарева, все эти проекты очень перспективны. Это все хорошие, перспективные и рентабельные проекты, что самое главное. Более того, эти проекты они создают рабочие места. Допустим, агрокомплекс «Сунжа», который мы открывали сегодня, это уникальное предприятие на самом деле. Вот только сейчас на первом этапе оно дает уже дополнительно порядка 170 рабочих мест уже дало. Это только рабочие места, которые сейчас есть. Это первый этап, но это потом будет развиваться и будет еще больше рабочих мест. Тот же завод «Риак», который уже работает, он работает не на регион, он уже выходит на экспорт товара. То есть он работает на регионе страны. И второй завод, который при поддержке корпорации строится, будет строиться сейчас, он завершается, и проект цементоплавильной находится на госэкспертизе. Это проект по переработке алюминия. Тоже этот проект не региональный, а как минимум окружной. Почему? Потому что все соседние регионы будут сюда, на этот завод, привозить алюминий для переработки или отхода алюминия производства. На встрече затронули и вопрос безработицы. Ранее на итоговой коллегии Минкавказа Юнусбек Евкуров выступил с предложением создать отдельную программу для снижения количества безработных жителей в республике. Сейчас этот вопрос будет прорабатываться уже более детально. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24. Ну и в завершении в Магасе состоялась протокольная встреча министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева и главы Ингушетии Юнусбека Евкурова. В ходе встречи обсуждались итоги рабочей поездки руководителя федерального ведомства в регион. Руководитель республики поблагодарил министра по делам Северного Кавказа за приезд в Ингушетию и оказанную им поддержку. Я хочу вас от себя лично, от жителей республики, как представитель федерального центра, как министра по делам Северного Кавказа, поблагодарить за ваше личное участие во многих проектах, за вашу помощь, поддержку в тех вопросах по социальным и экономически важным проектам, объектам. В рамках выполнения задач по нас проектам мы идем в графике, срыва у нас пока нет. И ряд объектов, которые мы сегодня смотрели, в том числе они уже выстроены и строятся в рамках нацпроектов, выполнения указа президента. И я уверен, что мы здесь задачу выполним и не подведем. Я с большим удовольствием приезжаю в Республику Ингушетия, и я вижу, что с каждым моим приездом появляется что-то новое в республике.
появляются новые объекты, завершаются те объекты, которые строились. То есть видна позитивная динамика. Поэтому я хочу вас еще раз вам сказать большое спасибо, поблагодарить вас за такое внимательное отношение к республике и к людям республики. И выразить уверенность, что мы с вами еще будем открывать много объектов для того, которые будут работать на благо людей. Что касается основных экономических показателей, то я бы также хотел отметить позитивную в целом динамику, которую мы наблюдаем с начала этого года. Допустим, мы фиксируем рост индекса промышленного производства, который в целом с начала года вырос более чем на 2%. Мы фиксируем увеличение объемов строительства. Мы фиксируем увеличение объемов в сфере сельского хозяйства. Мы видим, как позитивно и эффективно функционируют социальные объекты. Это и поликлиники, это и школы, многие из которых создаются при вашем личном участии. Вот. И самое главное, конечно, что вызывает восхищение просто у нас, это то, что растет уровень жизни населения. Сейчас уровень жизни в Ингушетии самый высокий, он составляет в среднем более 81 года. И это далеко не предел. То есть республика уже перевыполнила тот показатель, который поставил перед всеми субъектами России, в целом перед Россией президент Российской Федерации Владимир Путин. Мы только к 2024 году должны достичь уровня 78 лет, а в республике уже более 81 года. Это очень хорошо, и мы с удовлетворением отмечаем этот факт, что люди живут, поддерживают свое здоровье, что создаются новые семьи, рождаются новые дети. И это тоже позитивный факт, и мы уверены, что это не предел, как я уже сказал. К другим темам. Флешмоб с говорящим названием «Месяц чистых дел», инициированный главой республики, в самом разгаре. В рамках акции помощь сегодня оказали семье Акбиевых из селения Средние Чулуки. Присоединиться к доброй акции и порадовать сердца людей может каждый желающий, в числе которых сегодня оказался территориальный фонд обязательного медицинского страхования республики. Семье Акбиевых, оказавшейся в сложной жизненной ситуации, предоставили денежные средства в размере 50 тысяч рублей для приобретения стройматериалов. Это хорошая возможность улучшить жилищные условия. Во дворе уже имеется фундамент под строительство. Однако все заработанные главой семьи деньги уходят на детей. В семье Гирихана их 6, один из которых инвалид, страдающий эпилепсией. Священный месяц Рамадан – это время не только воздержания от пищи, духовного очищения, но и совершения как можно большего количества благих дел. Ежедневно из разных уголков республики поступает информация о проведении благотворительных акций, цель которых – помочь нуждающимся. Одной из таких стала акция «Месяц чистых дел». Накануне наша съемочная группа побывала в городе воинской славы Малгобеке у семьи Цуроевых, которых навестили представители стройжилнадзора Ингушетии. Расскажет Микаил Тангиев. Во дворе Цуроевых настоящий праздник. Наконец они смогут продолжить стройку, начатую еще в начале этого года, при поддержке родственников и соседей. Вот уже более 15 лет они еле-еле сводят концы с концами в этом маленьком домике. Отец семейства давно умер. Хозяйке дома Фатиме одной приходится воспитывать 5 детей. Находясь в такой тяжелой жизненной ситуации, очень трудно вести строительные работы, чтобы хоть как-то улучшить свое жилищное положение. Но мир не без добрых людей, и тем более в этот священный месяц, когда любая помощь, оказанная нуждающимся, будет вознаграждена вдвойне. Сотрудники стройжилнадзора решили не оставаться в стороне и оказать поддержку еще одной семье в нашем регионе. Ну, нам правительство прислало список, что вот эта семья нуждается, что поручение говорю, если есть возможность оказать помощь какую-то, возможно, у вас. И мы решили вот оказать этой семье помощь. Сейчас мы как бы привезли арматуру. После того, как они сделают сетку, мы привезем бетон, зальем им фундамент, выведем их дальше. Еще будете, да, помогать? Да, еще дальше мы будем, пока
фундамент завершится полностью. Фундаментную работу мы на себя взяли. Помощь нуждающимся, сострадание и добровольное пожертвование всегда входили в основу ислама. Нет в мире мусульманина, который бы не знал, насколько щедрым и заботливым был пророк Мухаммад, мир ему и благословение от Аллаха, и насколько часто на страницах священного Корана звучит призыв помогать людям. Череда благотворительных акций в рамках флешмоба «Месяц чистых дел» будет продолжаться и далее. До окончания месяца Рамадан еще есть время, и каждый из нас может нести свою лепту добра в этот священный период. Неважно, какая это будет помощь. Главное, искренне проявить сострадание к тем, кто в этом особенно нуждается. Михаил Тангиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Но проявить понимание по отношению к своим покупателям не мешает и работникам торговых точек региона. На время Рамадана есть отличная возможность, но если не снизить, то хотя бы оставить фиксированные цены на продукты питания. С этой целью глава региона накануне дал поручение освободить предпринимателей от арендной платы. Ну а следить за тем, как это поручение исполняется, будет специальная комиссия. И вот сегодня они проверили рынки Назрани. Репортаж Дианы Дударовой. Теплый май. Пора разнообразить меню легкими сезонными продуктами. Соответственно, все внимание покупателей теперь приковано к стоимости свежих фруктов и овощей. Если сегодня эти помидоры стоят 160 рублей, не факт, что и завтра их можно будет приобрести по той же цене. Такая отрицательная динамика не личная прихоть местных продавцов. Повышение закупочной стоимости вынуждает делать надбавку. Таким образом, цены на свежие овощи зависят в большей степени от настроения поставщиков. دقر أخ أتيخش أتوخش دره خيط سوم تم قدقة أخش توخش إيش هما جرجش دمت شوال تخت أختين بيبدي أخش دادلي حيات أخ خيل خيوخ أخ تخي أخش مهت دوش صغر حقش بنتي أخا نلوت تيلش إيش تو خيوخ توك أنا بقدر أزده ماخش وقت أيدج دات أبتديش أيدج دات صار بدزا ماخ وقت دالو تكون حقيقة حم دات. Чтобы не допустить необоснованного роста в цен, месяц Рамадан по поручению главы региона создана рабочая группа по контролю ценовой политики местных предпринимателей. Это приемлемо, но больше, например, 139 царей. Конце маркаж 200 рублей. Нет, не 180, как 130, 140 оптимально. Комиссия в составе представителей Министерств экономики и сельского хозяйства совместно с Роспотребнадзором, Федеральной антимонопольной службой и администрацией города ежедневно проводит мониторинг цен продовольственных рынков. Как отметили специалисты Минэко, пока случаев существенного повышения стоимости продуктов не наблюдается и колеблется в районе 10 рублей. Пока все стабильно, единственное, есть рост на овощную продукцию, но для этого сезона это нормальное явление, потому что свежая продукция, по мере насыщения нашей продукции, цены будут снижаться. Пока все стабильно. Ранее главой региона было дано поручение об освобождении предпринимателей от арендной платы с целью снизить цены на продовольственные товары. Инспекционная комиссия, в свою очередь, уже поставила в известность о такой необходимости всех руководителей рынков. Будет совещание в правительстве, и председатель с ними уже на своем уровне им даст это поручение. А в свою очередь мы поставили здесь, что нужно или снизить, или не взимать в этот месяц арендную плату. А вот на рынке Лима пошли навстречу предпринимателям и озвучили готовность снять 40% с арендной платы. Так, к примеру, если предприниматель обычно за 2 точки в день платит 200 рублей, то в священный месяц эта цена снизится до 120 рублей. Малоимущим и многодетным семьям за этот месяц аренду не берем, и все их долги мы списали. Списываем, то есть, смотря сколько долг у них. Вот это поручение главы республики мы выполняем. Конечно, снимается неполная стоимость аренды, но и эта помощь для продавцов рынка оказалась существенной. На сегодняшний день, но не знаю, посмотрим, время покажет. Но вообще этот рынок самый дисциплинированный. Конец месяца Однако рабочая группа успела здесь не только провести мониторинг цен, но и выявить нарушения. В частности, отсутствие ценников на товарах. Ценники почему нет? Будут. Вы скажите, чтобы были ценники, чтобы видели, что по какой цене что продается.
Комиссия отметила, пренебрежение правилами Роспотребнадзора в первую очередь играет не в пользу предпринимателя, а именно лишает их потенциальных клиентов. Несмотря на отсутствие ценников, стоимость некоторых продуктов здесь ниже, чем на других рынках. Также в ходе проверок комиссия успела урегулировать с руководителями рынка вопрос предоставления местным производителям площадки для продаж перед праздником Мархаш. Говорили с руководителями рынков насчет того, что пойдут ли они навстречу при предоставлении мест местным сельхозпроизводителям. Здесь согласны представить, места, торговые точки для наших местных товаропроизводителей. Стоит отметить, товаров местных производителей на продовольственных рынках немного. Есть клубника, чеснок, помидоры. К примеру, клубника тепличного комплекса Кантышева успела для многих покупателей стать фаворитом. Предприниматели и рады бы закупаться у местных производителей, но цена при этом должна быть приемлемой. В целом наблюдается положительная динамика ценовой политики. Предприниматели отмечают, что стоимость многих продуктов за последний месяц заметно понизилась. Комиссия, между тем, продолжит мониторить цены на всех рынках региона вплоть до Мархаш. Диана Дударова, Джамалел Тамасханов, Новости 24. Сформирован экипаж новейшего малого ракетного корабля «Ингушетия», который возглавил капитан 3-го ранга Александр Ермоленко. Команда прошла обучение в учебном центре и уже убыла на Зеленодольский судостроительный завод для заселения в малом ракетном корабле «Ингушетия». Ну а значит, начнутся заводские, а затем и государственные испытания. В связи с этим Минкультуры Республики объявила конкурс на создание лучшей песенной композиции, посвященной спуску на воду малого ракетного корабля «Ингушетия». Конкурс проводится до 20 июня текущего года. Выбор лучшей песни определяется компетентным жюри. Могут быть представлены только законченные песенные композиции, в которых гармонично сочетаются слово и мелодическая линия. Малый ракетный корабль «Ингушетия» является 8-м серийным кораблем. Его закладка состоялась в августе 2014 года на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане. Спуск на воду малого ракетного корабля ожидается до конца этого года. Национальный проект здравоохранения – это строительство жизненно важных соцобъектов, закупка высокотехнологичного оборудования, подготовка специалистов высокого класса и многое другое, о чем надо говорить. Возьмем, к примеру, Центр сердечно-сосудистой хирургии, который был создан на базе Ингушской республиканской клинической больницы. Сегодня там побывал наш корреспондент Зелимхан Калуев. Он подробно расскажет о преимуществах качественной медицины. Сегодня Зиаудин Дарбазанов начал делать первые шаги после сложной операции. Месяц назад он поступил с инсультом в отделение сосудистой неврологии. При обследовании пациента врачи также выявили сужение сонной артерии. Пришлось действовать решительно. Так, после хирургического вмешательства больному удалили 3-сантиметровую бляшку. Это жировое образование, которое со временем образуется на стенках артерии, снижая их проходимость и однажды может вообще прекратить ток крови. Выполняем эверсионную каротидную эндостерэктомию, хотя бляшка более 3 сантиметров мы решили сделать эверсионно, потому что бифуркация была низкая. Вот она бляшка. Сейчас она должна у нас сойти. Вот так. Ювелирная работа. Эта операция в руках опытных специалистов безопасна и, как правило, не сопровождается осложнениями. Теперь риск повторного инсульта снижен, а пациент уже на следующий день чувствует себя отлично. Пациентов с такими диагнозами врачи ставят на ноги всего за несколько дней. Нейрохирургическое отделение – одно из 4 на базе Центра сердечно-сосудистой хирургии. Здесь оказывают круглосуточную помощь, будь то консультация или же лечебная диагностика, как больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения, так и с другими синдромами. С открытием регионального сосудистого центра стало возможным лечить данную категорию больных у нас в республике, в этом же отделении.
Чем помогло это отделение? С тем, что здесь есть практически все методы обследования, которые есть за пределами нашей республики. Это то же самое дуплексное сканирование сосудов, это то же самое КТ с контрастом, который выявляет поражение сосудов. Раньше на такие условия никто и не рассчитывал. Старое отделение сердечно-сосудистой хирургии располагалось в приспособленных помещениях больницы. В нем было порядка 70 койко-мест. В новом центре их около 80. Новый центр сердечно-сосудистой хирургии открыли в январе этого года. С того самого момента жителям больше не приходится выезжать за пределы региона. Объект построен в рамках федеральной целевой программы повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах России. Его проектная стоимость составила порядка 46 миллионов рублей. Первый этаж центра отвели для приема пациентов. Здесь работают специалисты всех направлений. Мы их здесь принимаем. Есть все специалисты, кардиологи, неврологи по специальности, УЗИсты. У нас есть палата интенсивной терапии, если больной находится в крайне тяжелом состоянии. Делаем, если больной нуждается, проводим ангиографию. И по купированию состояния переводим его в профильное отделение. Если больной с ОКС, то в кардиологию. Если с ОНК, то есть инсультные больные, переводим в неврологическое отделение. Тем временем на операционном столе отделения рентген-хирургии новый пациент. Сюда поступают сразу после приемной. С помощью ангиографа исследуют сосуды пациента. Процедура безболезненна. С помощью специальной трубки окрашивают сосуды. И картина на мониторе вырисовывается как на масле. Мы ему провели коронарографию, увидели, что сосуды у него все проходимы, никаких проблем там нету. Да, сняли этот диагноз, острый коронарный синдром, то есть нестабильная стенокардия. И сейчас его отправим обратно. Вот если вы поставите и посмотрите сюда, то мы здесь все это увидим. Вот это получается, здесь сейчас я постараюсь вам все это показать. Можно я указку возьму? Ага. Вот наш катетер, да, вот он заводится через руку. И поэтому он вводится прямо в устье коронарной артерии. Вот уже начинается сама артерия, да, вы видите, и эта артерия участвует в кровоснабжении сердца. То есть вот мы вводим этот препарат, который окрашивает нам сосуды. Мы видим, что это в частности правая коронарная артерия. Она проходима, без каких-то там поражений, без стеноза, без тромбирования. Лучше переоценить ситуацию, чем недооценить. Девиз врачей. В случае с этим пациентом специалистам понадобилось всего 15 минут для обследования. Диагноз – здоров. Вообще лазер хамханца почти что. Мокиги нахуй болыш, я бол дихожи, чтоб куда-то не ездить, то есть ахалч, дик бакержян. Для пациентов, которые перенесли инсульт, в центре открыт реабилитационный тренажерный зал. Магомед Исмурзиев в свои 84, несмотря на болезнь, регулярно совершает марш-броски на беговой дорожке. Тем более, если доктор прописал. К нам очень внимательно относятся и врачи, и персонал. Очень чисто, уютно. Доброжелательные люди здесь очень. Я вот неделю здесь, я чувствую себя значительно лучше, чем я сюда поступал. Так что я им очень благодарен. Я могу сравнить условия в этой больнице с другими, где мне пришлось побывать. Здесь значительно лучше. И обслуживание хорошее. Я очень доволен. И можно позаниматься, да, врачом? Да, это просто великолепно. Такие тренировки помогают быстрее реабилитировать пациента, ведь тренажеры воздействуют на все группы мышц. Занятия, естественно, проходят под наблюдением врачей. После инсульта у нас тоже, она была с левосторонним глубоким гемипарезом, но сейчас она у нас намного лучше, то есть она практически сама передвигается, сама себя обслуживает, ни в ком не нуждается. Есть, конечно, легкий такой гемипарез сохраняется, но тем не менее Люба намного лучше, правда конечно, же? Да, конечно, намного вот. лучше. Да. Люба занимается на лыжном тренажере и получает свое основное лечение. Кардиология, неврология, сосудистая хирургия и рентген-хирургия. Все это стало возможным благодаря созданию современной инфраструктуры для оказания медпомощи. Это одно из основных направлений нацпроекта здравоохранения, который успешно реализуется в регионе.
Нацпроект здравоохранения – это не только современное медоборудование, но и увеличение числа врачей, а также самые комфортные условия для больных. В этом году в рамках проекта в селах Джайрах, Датых и Арамхи будут созданы 3 фельдшерско-акушерских пункта. Головные боли, учащенное сердцебиение, сжимающие боли в области сердца – все эти симптомы говорят о том, что самое время бить тревогу. Ошибочно полагать, что нарушения в работе сердца и сосудов связаны только с возрастом. Так что гипертонию, к примеру, можно сейчас встретить и у подростка, а значит и здоровье лучше беречь с молоду. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.